День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Владимир Путин огласит традиционное послание Федеральному собранию 29 февраля. По прогнозам экспертов, президент может затронуть темы технологического суверенитета, экономики и демографии. Юрий Трутнев с рабочим визитом посетил Якутию в программе пребывания полпреда, совещания по реализации мастер-планов, знакомство с проектами резидентов ТОР и многое другое. В республике открылся всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции. В рамках соревнований предусмотрены квалификационные этапы, ночные и дневные стрельбы. Тот случай, когда зимой нужно готовить не только телегу, но и лесопожарное оборудование. В регионе стартовали тренировки парашютистов-десантников авиалесоохраны. Текущий 53-й театральный сезон артисты и зрители театра оперы и балета встретили в преображенном здании. Театр отремонтировали и оснастили по нацпроекту «Культура». Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали более 2,5 миллионов избирателей. Более 1 миллиона заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. На сегодняшний день на участие в онлайн-голосовании из 28 регионов было подано 2 миллиона 550 тысяч 644 заявки. На голосование по месту нахождения 1 миллион 25 тысяч 736 заявок. Напомню, прием заявок завершится 11 марта. Законно, открыто и легитимно состоялось подписание соглашения между политическими партиями и общественными организациями, которые примут участие на предстоящих выборах президента страны. Отмечу, Общественная палата республики за последние годы приняла участие в выборах глав районов, депутатов Госдумы, законодательных органов, а также в выборах Илдархана. Помимо этого, Общественная палата который год работает и с общественными наблюдателями, которые вне выборов на избирательных участках следят за процессом выборов. Фактически у нас уже на сегодняшний момент сформирована база, я думаю, почти полупрофессиональных общественных наблюдателей, которые делают все, чтобы выборы прошли честно, открыто, законно и легитимно. Вот это самая главная задача, та, которая ставится перед общественным наблюдением, чтобы никто потом не говорил о том, что были какие-то определенные нарушения. Вот чтобы их не было, как раз этой работой занимаются общественные наблюдатели. Кремль объявил дату послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Мероприятие пройдет 29 февраля. Согласно Конституции России, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях глава страны традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на ближайшую перспективу. Напомню, предыдущее послание было оглашено в феврале прошлого года. Оно было 28-м в новейшей истории России и 18-м для Владимира Путина. Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству российских регионов уделить особое внимание всем вопросам, связанным с безопасностью школьников. Он подчеркнул, что действовать нужно предельно четко и неукоснительно выполнять установленные требования. Речь идет об оснащении школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения и оповещения. Напомню, ранее глава государства заявил, что все больницы, учебные заведения и соцучреждения должны отвечать современным требованиям безопасности и находиться под постоянным контролем МЧС. Мы привели в порядок уже более 4000 школьных зданий. Это означает, что не менее 1 800 000 детей стали учиться в современных комфортных условиях. Причем особое внимание уделяем развитию материально-технической базы образования в сельской местности. Это безусловный приоритет программы. Значимый фактор обеспечения справедливости и равенства возможностей для молодых людей. Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться. Поэтому в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены и полы, хотя и это важно. Это, что называется, базовые вещи.
Юрий Трутнев проверил ход строительства арендного жилья в Якутии. В рамках своего визита заместитель председателя правительства страны, полномоченный представитель президента России в ДВФО, посетил строящийся дом на Маганском тракте в Якутске. Планируется, что в нем будут проживать молодые ученые и участники специальной военной операции. Преимуществом программы «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе является стоимость арендной платы. Так, с учетом федеральной и региональной субсидии, итоговая цена за 51 квадратный метр составит 11 тысяч рублей. Мы пытаемся добиться доступности квартир для людей. Одна из таких программ, связанная с доступностью, это льготная дальневосточная ипотека. Ей уже воспользовались десятки тысяч людей. Арендное жилье – это, скажем, другой вариант предложения, когда человек квартиру получает не в собственность, зато платит, по сути дела, 1/3 от рыночной ставки. Все эти меры направлены на то, чтобы людям было комфортно жить на Дальнем Востоке, чтобы сюда приезжали специалисты. Программа «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе реализуется в Якутске, Нерюнгри, Мирном, Алдане и Тамоте по инициативе президента России Владимира Путина. Застройщик передаст 24 полностью обустроенные квартиры в доме по Маганскому тракту. Отмечу, что из 24 квартир 5 студий, остальные двухкомнатные. Первые жильцы дома заедут уже на следующей неделе, 28 февраля. В основном у нас первоочередные категории – это ключевые специалисты муниципальных образований. У нас в целом по республике 850 квартир, по городу Якутску это более 300 квартир. Данная программа она позволит приезжим, так сказать, специалистам, не обращая на внимание по поиску жилых помещений, решать свои вопросы по работе. В рамках своего визита в Якутск полномоченный представитель президента России Юрий Трутнев также ознакомился с продукцией, которую выпускают якутские резиденты ТОР «Патриотическая». Полпреду продемонстрировали продукцию компании «Хату Тент», которая в данный момент занимается разработкой и апробацией маскировочных костюмов и тентов для техники в зоне СВО. Также представили разработку компании «Якутский котловой завод» электромотоцикл повышенной проходимости. Рама для него полностью собирается в Якутии, а компоненты для электронной начинки выпускаются в России, ну а часть закупается в дружественных странах. Сейчас мотоцикл проходит испытания в одной из частей специального назначения. Кроме того, полпред ознакомился и с работой недавно созданного в Якутске отряда БПЛА и осмотрел дроны якутского производства. Квадроциклы, которые сегодня строят в республике Саха-Якутия, они пользуются устойчивым спросом на линии боевого соприкосновения. И сейчас посмотрели FPV-дроны. Мы постоянно работаем в контакте с воинскими частями. Вот на отзывы о применении якутских FPV-дронов в зоне специальной военной операции хорошие. В Якутске в эти дни проходит всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвященный памяти прославленного якутского снайпера, героя Советского Союза Федора Хлопкова. Почти 4 десятка стрелков со всей России и Якутии съехались на турнир, чтобы посоревноваться в меткости. Подробности смотрите в материале Александра Хавренко. Центр подготовки снайперов «Сулус» – уникальный полигон, открытый по инициативе полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. И в эти дни на полигоне проходят первые всероссийские соревнования по стрельбе на дальние дистанции. 39 снайперов съехались в Якутск, среди них действующие военнослужащие, сотрудники силовых структур и спецподразделений, а также гражданские любители снайперской стрельбы. Этот полигон уникален. Могу сказать, что по расстоянию, на которое будет производиться выстрел, это до 3,5 километров. По оснащению, по условиям, которые здесь созданы, это уникальный для страны. Для того, чтобы и возрождать, и укреплять традиции высокоточной стрельбы, которые присущи в целом России, присущи особенности Республики Саха-Якутия. Каждый снайпер прибыл на полигон с собственной винтовкой, и по регламенту соревнований стрелять из нее может только он. Вне зависимости от модификации оружия и прицелов, правила для всех едины. Полностью скопирован опыт применения снайперов в зоне СВО. На сегодня в зоне СВО дистанция от 1200 до 1600, средняя рабочая дистанция 1400-1500 метров. Вот.
Также здесь применяются калибры, которыми возможно работать на этих дистанциях, плюс все приборы для того, чтобы можно было работать на этих дистанциях. Многие говорят, что кто-то использует охлаждаемые приборы наблюдения, у кого-то нет, и это нечестно. На войне нет честности, в войне побеждает более умелый и более оснащенный. Этим здесь мы и хотим показать. Во время квалификации снайперам предстоит попасть в железный гонг диаметром 20 сантиметров. Дается 2 попытки, 2 выстрела. А дальше все просто. Попал – проходишь следующий этап. Не попал – соревнования для тебя завершены. Из 39 человек квалификацию прошли лишь 19, в том числе 4 якутянина. В числе первых, кому удалось поразить мишень, был якутский снайпер с позывным «Кио» и его корректировщик Александр Данилов. Нам немного повезло. Благодаря нашей слаженной работе корректировщика и стрелка удалось попасть. А так, соревнования классные, по идее. Новый формат. И хочется, чтобы соревнования проходили еще более, когда еще холоднее, в декабре. Когда будет минус 50, минус 60. Вот было бы прикольно. У нас уже есть свой стратегический план, который мы разработали и утвердили. И будем работать строго по нему. Многие участники турнира проходят службу в войсках на территории проведения специальной военной операции. Многие неоднократно принимали участие в других снайперских турнирах. Но соревнования в Якутии впечатлили и новичков, и бывалых стрелков. Это еще поддевает то, что здесь погодные условия сложные для выстрела. То есть нужно максимально рассчитаться хорошо и попробовать здесь произвести выстрел. Плюс сама сложность заключается в том, что их всего 2 и времени всего 5 минут, то есть ограничено. Это тоже достаточно такая сложная задача. А цель максимально приблизить это к боевым условиям. То есть в условиях боя нету времени. Много корректироваться, долго корректироваться. Находишь цель, быстро работаешь, уходишь с этой позиции. Прошедшие квалификацию участники завтра вновь выйдут на огневой рубеж. Теперь они будут стрелять по ростовым мишеням. Расстояние для выстрела каждый участник выберет себе самостоятельно. Победит тот, кто поразит мишень с наибольшим расстоянием от точки выстрела. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. На сегодня в России насчитывается более 5 миллионов бесплодных супружеских пар, и половина из них нуждается во вспомогательных репродуктивных технологиях. О бесплодии можно говорить тогда, когда при регулярной половой жизни без предохранения беременность не наступает более 1 года. Моя коллега Надежда Саханская решила разобраться в этом вопросе и подробно рассказать о процедуре ЭКО и всех ее этапах. В такой маленькой чашке Петри уже зарождается чья-то жизнь. ЭКО в нашей стране имеет ряд ярких ассоциаций. Одни уверены, что искусственное оплодотворение – счастливая панацея, другие считают ее весьма дорогой процедурой, ну а третьи – слишком мучительной. Есть и те, кто избегает, веря в ее греховность. У нас в республике достаточно современное отношение к программам ЭКО. Никакой предусудительности к этому нет. И если таковая возможность предоставляется медициной и государством, то пары ею пользуются. С 2000 года в республике на базе медицинского центра имени Николаева проводятся манипуляции по искусственному оплодотворению. Каждый случай уникален по-своему. У каждой пациентки это индивидуальная история, и подход к ней должен быть индивидуальным. Бывает 1 функция, бывает ни одной функции, бывает 5 функций в день. То густо, то погусто, как всегда. У всех. Наверное, еще осложнена тем, что она довольно ювелирная. Да, конечно, работа у нас очень ювелирная, требующая очень много внимания, терпения, ответственности. И работаем. Схема процедуры ЭКО состоит из нескольких этапов. После всех необходимых анализов сначала у женщины проводится забор яйцеклеток, которые затем оплодотворяют в лабораторных условиях. Оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор, которые будут храниться до начала процедуры. И уже после этого среди всех образовавшихся зародышей отбирают несколько эмбрионов, которые переносят в полость матки.
Именно в таких условиях при температуре в минус 196 градусов в жидком азоте в баках содержится семенная жидкость и эмбрионы, которые потом используются в программе экстракорпорального оплодотворения. Сама процедура ЭКО занимает не так много времени. Относительно длительна подготовка к нему. Людям, желающим родить ребенка путем экстракорпорального оплодотворения, нужно пройти целый ряд обследований. Ведь от здоровья будущей матери зависит, как будет проходить наступившая с таким трудом беременность и насколько здоровым будет долгожданный ребенок. Возрастом у нас истощается овариальный резерв. Или у женщины были ранее перенесенные операции на яичниках, и в связи с этим у нее также нет собственного биологического материала. И в таких случаях мы можем использовать донорский биоматериал. Сейчас процесс ЭКО входит в программу обязательного медицинского страхования с 2013 года в рамках национального проекта «Демография». И для начала пациентам, желающим завести ребенка, необходимо пройти обследование в поликлинике по месту жительства, где они уже получат направление на первичную консультацию. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. Общее дело – проект, направленный на создание добровольческих команд, в том числе в школах республики. Основная цель проекта – изменить мышление детей и молодежи по отношению в первую очередь к алкоголю и табаку. Они проводят и организуют интерактивные программы, лекции и семинары. Так, например, в Хатасской школе состоялось просветительское мероприятие для старшеклассников. Специально для них провели не только лекцию, но и интерактивную игру, в которой учащиеся активно приняли участие. Всего проект планирует охватить порядка 20 столичных школ. Помимо этого, в дальнейшем планирует расширить географию, охватить еще и районы республики. Мы их обучаем. С ними работают лучшие спикеры России по основам профилактики, по ораторскому мастерству, по лидерам и основам командообразования. Поэтому вот, когда мы видим итоги своей работы, кроме того, что мы помогаем системе образования проводить такую системную комплексную работу по профилактике, да, и как-то профилактировать реально очень аддиктивное поведение, мы видим, что из наших ребят вырастают настоящие лидеры, которые могут вести за собой большое количество людей. Детская поликлиника поселка Нижний Куранах приняла своих маленьких пациентов после капитального ремонта. Работы проводились по программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. Детская педиатрическая служба теперь стала не только красивой и комфортной, а пришедших на прием ребят ожидала масса сюрпризов. Каких узнали наши коллеги. Пришедшие в детскую поликлинику Нижнего Куранаха малыши и школьники вовсе не ожидали, что попадут в настоящую сказку. В холле ребятишек встречал живой Чебурашка. Сошедший с экрана телевизора персонаж припас для друзей и гостинцы – вкусные мандарины. Пришли на прием и были в шоке, что нас так встретили. Светлое помещение, красочные такие стены. Я думаю, дети только от одного вида данного помещения будут выздоравливать. Сегодня были, конечно, очень приятно удивлены таким радужным открытием нашей поликлиники, нашего детского отделения. Сама, когда была маленькая, тоже сюда ходила. Столь ярко и необычно Нижнекуранахская поликлиника начала прием пациентов в первый день работы после капитального ремонта. Объем выполненных работ стал масштабным. Да, сделали капитальный ремонт, сделали новую электропроводку, новую, систему отопления, систему водоснабжения. Коллектив детской поликлиники совместно с руководством больницы Нижнего Куранаха принимал активное участие во всех этапах ремонтных работ. А в процессе косметической отделки к медработникам присоединились педагоги и воспитанники поселковой школы искусств, превратив одну из стен коридора в страну хорошего настроения и отличного самочувствия. Мы использовали в своем оформлении декоративную роспись, то есть декоративную живопись на стенах. Сюжеты, конечно, мы согласовали с руководством. В Нижнем Куранахе 2 педиатрических участка, на которых проживает в общей сложности порядка 2000 человек. Также к поликлинике прикреплены детишки 2 соседних поселков. В период ремонта помощь юным пациентам оказывалась в здании больницы. Для нас это было очень важно, чтобы детская консультация все-таки обрела свое самостоятельное здание, где ребятишки уже спокойно могли приходить на прием и получать лечение. Врачи-педиатры находиться в комфортной рабочей обстановке. С новосельем коллектив детской поликлиники поздравили представители руководства Алданской центральной районной больницы. Главный врач Оксана Михайловна Насихина вручила коллективу денежный сертификат. В рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения
Прошел капитальный ремонт в этом учреждении. Ремонт качественный, красивый. Сами видите, как здесь все оформлено. В настоящее время наносятся последние штрихи в помещении, где чуть позднее разместится клинико-диагностическая лаборатория. А с наступлением тепла коллектив детской поликлиники Нижнего Куранаха приступит к благоустройству территории. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. Человеческий капитал – основа будущего. В последние годы республиканскими и федеральными властями Институту семьи и брака уделяется все больше внимания. Так, этот год объявлен в Якутии годом детства, а в регионе уже реализуются комплексные подходы по развитию республики. Начиная с этого года при поддержке регионального Министерства труда и социального развития для приемных родителей организованы компенсационные выплаты. Например, единовременная выплата при устройстве ребенка-сироты в семью составляет 32 938 рублей. В Министерстве труда и социального развития разрабатывается проект внесения изменений в постановление Республики Саха-Якутия от 2012 года по предоставлению субсидий на приобретение автомобиля приемной семье. Ранее было указано, что они имеют право приемным семьям, которые воспитывают 10 и более детей, единожды выдавали такую субсидию. Сейчас у нас будет внесение изменений, ну вот проектом, да, идет, о том, что они через каждые 10 лет могут обращаться за данной субсидией. Детям же, попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддержку оказывает Центр содействия семейному воспитанию «Берегиня». Ребят в возрасте от 6 до 15 лет сопровождают педагоги дополнительного образования и психологи. Здесь для детей созданы все условия для комфортного проживания. Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины совсем скоро отметит свой юбилей – 30 лет со дня организации. Он стал функционировать на базе детской городской больницы. И на сегодняшний день в медорганизациях функционируют кабинеты отделения медицинской реабилитации для детей. Подробности знает Даяна Федорова. Еще в 1994 году в столице республики впервые открыли отделение восстановительного лечения и реабилитации детей психоневрологической патологии на 15 коек-мест. С течением времени стало функционировать 50 круглосуточных коек по детской реабилитации и 100 коек дневного стационара. За прошедшие годы детская реабилитационная служба через тернии к звездам уверенно шла вперед, проходя через многие трудности. Беспрецедентный вызов эпидемии показал не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения. Как вы знаете, уже принято решение о запуске специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации. Она должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм. После пандемии коронавируса Владимир Путин поручил реализовать программу по созданию системы реабилитации. На сегодняшний день успешно действуют стационары, а также расширено оказание медреабилитации в амбулаторных условиях. 10. Молодцы. Чувствуете, да? Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят лечение в отделениях медицинской реабилитации круглосуточного и дневного пребывания. В кабинете механотерапии занимаются дети школьного возраста от 7 лет. При этом каждое оборудование предназначено для ребенка определенного возраста. Здесь они восстанавливают силовую и мышечную выносливость. Юные пациенты получают в полном объеме психолого-педагогическую коррекцию и комплексно-медицинскую реабилитацию. За прошлый год порядка 4000 детей прошли лечение в Центре медреабилитации и спортивной медицины, в поликлинике номер 1, а также в медцентре. Одним из актуальных направлений медицинской реабилитации с прошлого года является реабилитация семей участников специальной военной операции. По данным тех же медицинских организаций, у нас порядка 150 человек прошло, родственников участников, и из них около 80 детей прошли реабилитацию в условиях стационара и дневного стационара. В течение последних 3 лет планово проводится подготовка квалифицированных кадров. Новое оборудование, по-моему, очень хорошее. Вообще все на уровне. Чисто, опрятно. Персонал хороший. Ребенок прямо как на праздник идет, лучше, чем в садик ходим. Посещаем массажиста, логопеда, на ЛФК ходим и физиолечение. Система развития медицинской реабилитации не останавливается на достигнутом. По распоряжению правительства Якутии утверждена региональная программа, оптимальная для восстановления здоровья медреабилитация на 2022-2030 годы. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Якутск.
На международной выставке «Россия» провели День науки. Гости ВДНХ познакомились с передовыми исследованиями современных ученых, узнали о последних разработках и инновациях в сфере технологий. С лекциями выступили якутские ученые. Так, на стенде республики гости выставки узнали об уникальной технологии сварки газопроводных труб при низких температурах. Якутяне показали прототип сварочного аппарата, который работает зимой на открытом воздухе без специальных укрытий и управляется со смартфона. Если температура воздуха минус 40, диаметр трубы 110 миллиметров, на одно сварное соединение нужно потратить 6 часов с установкой палатки, прогрева ее и так далее. Наш аппарат сделает такое сварное соединение за 1 час. Особый акцент уделен цифровым технологиям. Наши ученые также презентовали бесконтактное сканирование скелета древнего человека, с помощью которого можно посмотреть на его облик. Реконструкцию якутские ученые провели на примере шамана, погребенного в 18 веке. Узнали, как он выглядел, какой образ жизни вел и даже какое имел здоровье. Цифровая копия шамана вызвала восторг у посетителей выставки, но особенно якутские ученые поразили подрастающее поколение. Благодаря новым технологиям, благодаря бесконтактному сканированию можно получить цифровые копии черепов и других костных материалов и уже на них накладывать материал, антропологический материал виртуальный и получить облик древнего населения. Особенно это интересно молодому поколению, потому что они как раз-таки осваивают эти цифровые технологии, виртуальное пространство, и за этим, я думаю, будущее науки. Продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В учебных заведениях республики продолжается региональный этап чемпионата «Профессионалы». Один из видов проводят в колледже информационных технологий СВФУ. Участники по своим направлениям разрабатывают мобильные приложения, компьютерные игры, подключают и настраивают сети. В региональном этапе чемпионата участвуют школьники и студенты. Нововведением этого года стала разработка интеллектуальных систем. То есть с помощью них можно распознавать речь, руководить автомобилями без водителя и эффективно заниматься поиском пропавших. Сам чемпионат профессионалов в регионе проводится на 30 площадках по 7 направлениям и объединяет более 980 конкурсантов. Отличие данного чемпионата – это то, что всем победителям и призерам награждаются они сертификатами и трудоустройстве и прохождении стажировок. Но еще самое такое большое отличие – то, что здесь привлекаются на чемпионат именно предприятия, да, и организации, которые становятся как бы индустриальными экспертами, да, и перечень компетенций у нас согласовывается, конкурсные задания даже, да, они согласовываются с предприятиями, с работодателями. Выбор профессии и места работы всегда будет актуальным вопросом для населения. Так, например, в Якутии уже на протяжении 7 лет реализует проект «Местные кадры в промышленность». Его главная цель – трудоустройство местных специалистов на предприятия реального сектора экономики. С подробностями Тимур Колмогоров. Важнейшую роль в развитии экономики играет большое количество факторов. Одним из них является развитая промышленность и добыча полезных ископаемых. Молодым специалистам, устроившимся в данной области по программе «Местные кадры в промышленность», дают возможность трудоустроиться без опыта, а недостающие умения получить уже в процессе работы. Да, наш коллектив состоит в основном полностью из молодых специалистов. Наш средний возраст 30 лет. Ребята сразу пришли после техникума, все окончили Ханденский горный техникум. Работают уже 5-6 лет уже у нас работают ребята. Иван Слепцов – один из участников проекта. Он работает уже на протяжении 5 лет маркшейдером, проводя разведку месторождений, проверку местности для строительства и добычи полезных ископаемых в далеких просторах республики. По программе «Местные кадры в промышленности» попал сюда, получается, в 2019 году, первый заезд, и по сегодняшний день работаю. По районам, да, там, где разведка, там, где топографическая съемка, такие вывозки есть. Работа очень интересная. На данный момент я собираюсь 1 марта заезжать на прииск «Кристалл». Там шахтная разработка.
Органы власти постоянно взаимодействуют с 47 крупными компаниями республики для трудоустройства местных жителей по направлениям промышленности, строительства, дорожного хозяйства, транспорта и энергетики. За последние 3 года мы темпы трудоустройства местных кадров промышленной, вообще вот в рамках проекта не снижаем не менее 10-11 тысяч. Главой поставлены были задачи в то время трудоустраивать не менее 10 тысяч. По итогам за 2023 год в рамках проекта было трудоустроено свыше 11 тысяч жителей Якутии. В 2022 году было трудоустроено порядка 12 тысяч. Динамика трудоустройства по сравнению с прошлым годом показала, что резкого снижения приема на работу местных кадров компаниями проекта не произошло, учитывая экономическую и политическую ситуацию страны. Список компаний-участников приоритетного проекта республики «Кадры в промышленность» продолжают увеличиваться с каждым годом. В настоящее время в рамках проекта нашли работу более 55 тысяч якутян. Поддержка развитых отраслей привела к росту на 40% трудоустроенных специалистов, половина из которых – целеустремленная молодежь. Тимур Калмогоров, Григорий Хлопков, Якутск. В республике свыше 147 тысяч детей занимаются в различных кружках. Одним из наиболее популярных видов дополнительного образования является робототехника. Так, на базе кванториума, расположенного во Дворце детского творчества, ведется обучение по направлениям программирования роботов в среде VxCode VR и Lego NXT. Здесь занимаются как воспитанники детских садов, так и учащиеся с 1 по 4 классы. Преподавание ведется 2 раза в неделю для школьников и 1 раз для малышей. Напомню, записаться на кружки дополнительного образования можно через портал госуслуг и через сайт-навигатор дополнительного образования детей Якутии. Здесь занимаются дети лего-конструированием, и еще у нас по робототехнике наборы есть. Веду 1 и веду 2. Там дети охотно, активно занимаются, они очень любят построить. Некоторые по инструкциям делают, а некоторые сами придумывают свою постройку. Авиалесоохрана начала подготовку к опасному сезону лесных пожаров. Парашютисты-десантники тушат огонь в отдаленных и труднодоступных местах, где нет дорожной сети. Добраться до места очага возгорания зачастую помогают только вертолеты. Именно поэтому на Маганском тракте парашютисты-десантники оттачивали навыки спуска с вертолетами 8. Вместе с ними на учениях побывала и моя коллега Даяна Федорова. Парашютисты-десантники пожарной службы авиалесоохраны Якутии будто спускаются с небес с помощью специальных спусковых устройств. Они оттачивают навыки, которые помогут справиться с самыми опасными ситуациями. На одного опытного парашютиста-десантника приходится 5 спусков, для новичка 7. Участники тренировок десантируются с разной высоты от 10 до 40 метров. Андрей Соколовский ранее был десантником пожарной службы, решил переквалифицироваться на парашютиста. Понравилось парашютистам. Больше знаний, больше всего адреналин. Самый такой был пожароопасный сезон, самый такой год, это 23-й, мы все лето на пожарах были. Там все запомнилось. Много пожаров было. Евгений Павлов уже более 20 лет работает парашютистом-десантником пожарной службы. Он не понаслышке знает, что готовиться к огненному сезону необходимо заранее. Самое сложное в работе – это обучение новичков, признается огнеборец. Ребята молодые приходят, очень долго объяснять надо. И на пожаре бывают такие, тяжелые моменты, когда приходится работать. В основном вручную же работаешь Кто-то сил не хватает, бывают молодые, слабенькие. Надо быть сосредоточенным в своей работе, потому что работа очень сложная. Всего в штате парашютно-десантной пожарной службы авиалесоохраны Якутии работают 555 человек. Ранее они сдали зачеты по физподготовке, охране лесов, тушению пожаров и других дисциплин. В ближайшее время запланированы тренировки прыжков с самолета Ан-2 в Хангаласском районе. Помимо этого будут организованы прыжки с вышки тренажера. До 1 апреля должны закончить 555 человек по ДПС, личный состав. Всех оттренировать должны,
И еще помимо этого параллельно будут проводить тренировки в Вилюйских районах, в Сунтарах и в Нюрбе. Борьба с огнем – крайне сложная и опасная работа. Она относится к наивысшему классу опасности труда, наравне с работой космонавтов и шахтеров. Зачастую они тушат пожары ручным способом. В помощь огнеборцам были закуплены 19 беспилотных летательных аппаратов, которые будут задействованы в борьбе с огненной стихией. Даяна Федорова, Семен Семенов, Маган. Валериан Гаврилович Рыбкин – почетный гражданин Ленского района, почетный старейшина республики, ветеран труда, строитель и активный общественник, проработавший в Ленске более 50 лет. Через несколько месяцев он отметит свой 85-летний юбилей. И наш сегодняшний сюжет ленских коллег посвящен именно ему. Валериан Гаврилович родился 9 апреля 1939 года. Всю жизнь отдал Ленскому району. Более 40 лет проработал крановщиком, возводил многоквартирные дома. Нет такого объекта, к строительству которого он был бы не причастен. Я строил самый первый здесь, самый первый каменный трехэтажный жилой дом. Я единственный из всех, кто сейчас, живой, может рассказать, где он стоит. За добросовестный и многолетний труд в прошлом году ему было присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Саха-Якутия». Выйдя на пенсию, Валериан Гаврилович занялся общественной деятельностью. Он состоит в Совете ветеранов, в Совете старейшин, 20 лет поет в хоре. Был солистом, до сих пор радует своими выступлениями ленчан. Очень давно он ходит в хор, уже не помню с каких годов, но давно. Он поет в хоре, в ансамбле, иногда выступает соло. Ответственный такой человек, болеет за коллектив. Вот какие-то инициативы свои там проявляет. Добросовестный. Много лет проработал внештатным корреспондентом газеты «Ленский вестник». Увлекается фотоискусством. В его коллекции 1000 снимков. На них запечатлена природа родного края, ее обитатели и, конечно, птицы, которых уже несколько десятков лет Валериан Рыбкин кормит из окна собственной квартиры. У меня птица сколько прилетало? Синички, воробьи. Снегири. Однажды прилетела сова. Валериан Гаврилович является и почетным дарителем музея. Более 20 экспонатов, среди которых самый ценный мотоцикл ИЖ-56. Он отдал на хранение в фонд музея. Валериан Гаврилович нам приносил еще множество предметов различных, включая крупную технику, и бытовые приборы, и много мелких предметов, и документы, фотографии. За что мы ему, конечно, бесконечно благодарны. Это, конечно, останется у нас на хранение, будет передаваться из поколения в поколение, как память о советском прошлом. 9 апреля герою нашей передачи исполнится 85 лет. Планов долгосрочных он не строит. Пусть все идет своим чередом. А желание есть только одно – чтобы близкие, родные люди были живы и здоровы. В преддверии дня рождения желаем Валериану Гавриловичу отметить еще не один юбилей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В столичной школе номер 38 провели фестиваль авенкийского творчества. В ходе конкурса все желающие смогли пройти обряд очищения, услышать песни и стихи на авенкийском языке, а также проверить свои знания в квиз-игре. На празднике побывала и моя коллега Вероника Таюрская. В Якутии проходит декада, посвященная родным языкам и письменности. Так, сегодня один из официальных языков республики, а именно эвенкийский, изучают в 2 школах столицы региона – в 26-й и в 38-й. Обучение авенкийскому языку у нас в школе проходит очень интересно. Дети с 1 по 11 класс изучают. У нас обучение ведется с помощью игр. Дети очень сильно интересуются авенкийским языком, и поэтому у них обучение ведется очень легко. Авенкийский язык у нас ведется как предмет с 1 по 11 класс. И дети сами выбирают свое обучение родному языку. Они выбирают либо якутский язык, либо авенкийский. Сегодня в 38-й школе Якутска прошел фестиваль-конкурс, посвященный эвенкийской культуре. Анастасия Куличкина, являясь носителем языка, с радостью приняла предложение поучаствовать в качестве жюри.
Молодцы, они хоть как что-то изучают, разговорные понятия знают, основные такие слова, какой-то состав лексический, они уже знают какой-то вот. И вообще, в целом, если по конкурсу, я вот смотрю, да, есть сильные дети, очень сильные дети есть, которые хорошо, четко, и произношение, и без запинки, и стихи говорят, декламируют, и песни поют. Юлиана Дакалова с удовольствием изучает эвенкийский язык с 1 класса. Она рассказала нашей съемочной группе, почему выбрала именно его. Моя бабушка была популярной певицей Надежда Дакалова, поэтому я изучаю сейчас эвенкийский язык. Я участвовала в 2 конкурсах. Конкурс чтецов и песен. Одна часть песни была о пламени. В ходе конкурса все желающие смогли пройти обряд очищения, услышать песни и стихи на эвенкийском языке, а также проверить свои знания в квиз-игре. Интеллектуальная игра «Квиз». Это командная игра, где принимают участие команды по 5 человек. Дети будут соревноваться в знаниях эвенкийского языка и в ловкости национальных игр эвенков. Выигрывает команда, которая прошла все станции за минимальное количество времени. Для Якутии вопросы сохранения самобытности и поддержки культур национальностей имеют большое значение. Ведь сохраняя настоящее, мы делаем уверенный шаг в будущее. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. Текущий 53-й театральный сезон артисты и зрители театра оперы и балета встретили в преображенном здании. Театр отремонтирован и оснащен по нацпроекту «Культура» на сумму свыше 48 миллионов рублей. О проделанной работе расскажет моя коллега Марфирина Алексеева. Театр оперы и балета стал первым региональным театром, получившим субсидию на ремонт по федеральному проекту «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». В ходе ремонтных работ устранены протечки на кровле и разрушения на фасаде. Частично заменена сантехника, полы, установлены новые окна и двери. Ремонт зданию был необходим. Отремонтированы гримерные, мастерские и рабочие кабинеты. Впервые в этой истории, я 90-го года в этом театре работаю, да, и впервые вот это, для меня это исторический момент. Радость оперного хора оправдана. Этот кабинет был полностью возобновлен. В последние годы это помещение являлось складом. И вот в этом году снова служит по назначению. Теперь соответствует новым стандартам и репетиционный зал балета. Уложен специальный пол, который уменьшает риски травматизма. Создан специально для танцев. Он намного плотнее, он амортизирует, он не скользкий. Но есть очень много плюсов, которые никак не сравнятся с обычным линолеумом. Также были закуплены акустические системы для установки в прострельные системы на сцене. Использование данного оборудования позволит возвращать звук на сцену. Обновлен и дополнен парк инструментальных микрофонов, используемых для подзвучивания оркестра. Мы можем покапризничать, побольше пофантазировать в плане цвета. Не только света, но и звука. То есть у нас тоже вот звуковое акустическое оснащение прошло, вот систему поставили. И то есть наша уважаемая опера, артисты, солисты, они могут не только вот зрителям и слушателям петь, свой голос отправлять им, они могут и вот обратно получить свой голос. То есть это тоже очень нужная вещь. Огромный объем ремонтных работ был произведен именно в этом производственном корпусе, в котором находится целых 3 цеха. Это цех по производству декораций, столярный цех, а также цех по пошиву костюмов. В последний раз ремонтные работы здесь были произведены именно с момента открытия здания, а это 1982 год. Как отмечают работники цеха, сейчас стало намного теплее, комфортнее работать и, конечно же, красивее, стало светло, полностью обновлен пол, а также отопление и окна. Стены, полы, вы можете пройти вот чуть дальше, это у нас лестница, например. И как стало? Мы работали в этих условиях с 1982 года. Некоторые ребята, то есть бутафоры, столяры, на первом этаже работали зимой при плюс 5 градусах.
То есть в зимней одежде, в зимней обуви. Этот национальный проект был инициирован главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, и он дает возможность всей нашей отрасли совершенно выйти на новый уровень развития. Это касается и материального обеспечения тех условий, в которых мы работаем. Это касается внедрения новых технологий, обучения специалистов. Очень много различных конкурсных программ начало реализовываться. В целом это сказывается на общем благосостоянии. Вот сейчас значение отрасли культура, оно с реализацией этого у нас проекта уже 5 лет растет. Моральный климат в обществе зависит и наша сплоченность. Кроме того, на сэкономленные финансы удалось провести ремонт в зрительских зонах. Отштукатурить и покрасить потолки, заменить двери, освещение и зеркала. В полной мере насладиться новым видом, звучанием и светом зрители смогут на премьере спектакля Чайковского произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин» уже 2 и 3 марта. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Копилку ярких спортивных побед и заслуженных наград регулярно пополняют как взрослые, так и самые юные нерюнгринцы. Так, с призовыми местами первенства республики вернулись юные хоккеисты. Подробности в нашем следующем материале. Завершилось первенство Республики Саха-Якутия по хоккею «Золотая шайба» среди детей 2013-2014 годов рождения. Нерюнгринский район представляли сразу 2 команды хоккейной школы «Энергия». Турнир проводился с целью сформировать сборную команду Якутии по хоккею для участия в финальном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба». Дети молодцы, бились достойно, показали хороший результат. В принципе, чему и рады. Тренировки проходят каждый день, то есть мы уже с августа по сегодняшний день каждый день тренируемся. Поэтому дети готовы на все 100. Всего в соревнованиях приняли участие 5 команд. «Полярные волки-2013» и «Полярные волки-2014» из Якутска, «Энергия-2013» и «Энергия-2014» из Нерюнгринского района, а также «Золотые соболя» из Алдана. Турнир прошел хороший, понравилось. Выступить, конечно, хотелось бы получше, но в следующий раз, я думаю, выиграем. У нас сейчас подготовка к чемпионату России, то есть ДФО в марте месяце. Мы уже в Якутии поедем, как сборная команда. По итогам соревнований команда «Энергия-2013» заняла 2-е место. 3-е место завоевали юные нерюнгринцы из команды «Энергия-2014». Кроме этого, за индивидуальные достижения нерюнгринец Матвей Исаев получил звание «Лучший нападающий», а Семен Жаворонкин стал лучшим защитником турнира. Тренируюсь хорошо. Было сложно стать лучшим защитником. Я верил, что я стану лучшим защитником, старался. Буду играть в хоккей до конца. Впереди у ребят упорные тренировки и подготовка к следующим соревнованиям, а значит и новые достижения, и заслуженные победы. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.